Она препятствует развитию страны, она острая проблема современности. Речь о коррупции. Только за 11 месяцев этого года в Чувашии было раскрыто 53 должностных преступления. За это же время в суд были направлены уголовные дела по 284 коррупционным преступлениям. Как могут помочь средства массовой информации республики в сокращении этого числа? Вместе с правоохранителями разбирались журналисты. Сотрудники МВД, прокуратуры и администрации главы региона ежедневно в борьбе с правонарушениями. Ежегодно у нас вносятся изменения законодательства, которые действуют в этой сфере. В частности, в этом году мы начали даже проверять счета, денежные поступления, которые поступают на госслужащим, которые попадают нам в поле зрения. Именно СМИ могут рассказать и показать каждому, чем может обернуться дача или требование взятки. В этом году в эфире национального телевидения Чувашии вышло 32 сюжета, посвященных борьбе с коррупцией. На волнах Чувашского национального и Таван радио прозвучало 89 материалов. В районных газетах напечатано 160 статей. Лучшие из них были представлены на специальный конкурс. Одним из победителей признали ролик Таван радио. Тема коррупции очень значима для освещения в средствах массовой информации, независимо от того, печатное это издание, телевидение или радио. Уделяя внимание этому вопросу, мы, не побоюсь этого сказать, помогаем зрителю, читателю, слушателю задуматься над теми или иными вопросами. Даже если это 20-секундный ролик, услышав его, слушатель, на мой взгляд, начинает задумываться, начинает понимать, начинает уделять внимание вопросам коррупции. На деле проблема не только в тех, кто берет взятки, но и в тех, кто их предлагает. Люди все еще думают, что таким способом можно решить личные проблемы, поступить в университет, уйти от уголовной ответственности или устроить ребенка в лучший садик. Хотя вопрос, кто виноват больше, все еще остается открытым. Анна Центовская, Алексей Зотиков, Бахтияр Велиев. Республика.